числе нашего министерства промышленности и торговли. Вопросы инвестиций и товарооборота обсудили на официальной встрече в Совете палат Королевства Саудовская Аравия. Как исправить ситуацию на дорогах региона, сегодня решали на встрече Госавтоинспекции, Миннаса и Совета ТЭКов. Рядом с заданием вы пишете слово «ответ» и там записываете значение, которое получили. Понятно? Да. Все, начинайте работать. Сегодня провели первую апробацию знаний по новым КИМам. Тест испробовали в школах Назрани и Магаса. При покупке билета каждому доступно объясняется, во сколько начнется и закончится регистрация. А им летать охота, без ограничения по времени. Опаздывающих авиапассажиров призывают не идти вразрез с общей системой. «Пой, моя Россия!» В Магасе прошел гала-концерт ко Дню народного единства. Это новости 24. Добрый вечер. Продолжается визит ингушской делегации в Саудовскую Аравию. Привлечение инвесторов и возможность экспорта наших товаров сегодня обсудили в Совете палат Королевства во время встречи Нузбека Ивкурова с заместителем председателя саудовской части Российско-Саудовского делового совета Абделязизом Кридисом и местными предпринимателями. Репортаж Марины Муталиевой. В ходе презентации экономического потенциала Ингушетии руководитель регионального Минэко Малат Таршхоев выделил в качестве основных факторов для инвесторов хорошее географическое положение республики, удобство для решения вопросов логистики и благоприятные климатические условия для развития сельского хозяйства. Здесь наша делегация познакомилась, во-первых, с местными предпринимателями, инвесторами, также чиновниками. Мы представили некоторые проекты и в первую очередь общую информацию о республике. То есть это наши полезные ископаемые, наши природно-климатические условия, что у нас есть полезного для Саудовской Аравии. В то же время мы посмотрели, здесь познакомились с местными предпринимателями, инвесторами, как я говорил. И очень важно, что приняли решение, что до конца этого года приедет сюда, в Саудовскую Аравию, наша делегация уже с более детально проработанными проектами. Также министр в ходе дискуссии более подробно остановился на промышленных площадках и приоритетных направлениях развития региона. В их числе, по его словам, АПК, тепличные, мясомолочные комплексы, птицекомплекс, производство собственно генерирующих мощностей, туризм. Мы рассказали о том, что у нас есть, например, очень качественный мед, мясо, которое мы можем поставлять, далее лес, ценные породы древесины, это бук, дуб, ясень, фрукты, в первую очередь, это яблоки. Также мы предложили инвесторам рассмотреть возможность у нас на территории Республики Ингушетия вкладываться в проекты, которые они смогут там реализовать, тот же самый агропромышленный комплекс, выращивать фрукты, овощи и продавать. Либо сюда опять привозить, либо там же у нас на территории Северного Кавказа и России продавать. В ходе экономического совета инвестор из Ингушетии Муслим Паракульгов детально рассказал о своем проекте. Это мясоперерабатывающий комплекс в сельском поселении Икажево, который будет производить экологически чистую халяльную продукцию. На сегодняшний день готовы и убойный цех, кишечный цех, обвалочный цех. Мы также готовим упаковочный цех. И у нас на 300 голов, на более 300 голов в холодильнике и более 2000 голов мы также можем охладить и мелкорогацию. И все халяль, да? Ну, естественно, все халяль, все по стандартам. И кроме этого у нас еще откормочная площадка есть, более 1000 голов крупнорогатого скота. И мы можем на забой загнать до 10 000 голов мелкорогатого или же более 7 000 на откорм ягнят можем поставить. Сенатор Билан Хамчиев выразил готовность республики поставлять в Королевство Саудовской Аравии фрукты в больших объемах. Мы очень заинтересованы работать с вами, продвигать свою продукцию. Одним из крупных проектов мы сегодня выдвигаем это производство фруктов. В Ингушетии является компания «Сад Гигант».
Этот проект мы развиваем, сейчас инвестпроект развиваем вместе с Российским фондом прямых инвестиций, в том числе, вы знаете, ряд ваших фондов принимает участие через этот фонд. Если кого заинтересует, проект готов на разных экономически взаимовыгодных условиях сотрудничать в этом направлении. Также мы способны ежегодно поставлять сюда более 100 тысяч тонн фруктов. Компания наша самая крупная в России, в Европе. И ряд таких же проектов, инвестпроектов у нас есть, которые могли бы в начальном этапе вас заинтересовать. Это производство овощей, теплицы. Привлечение инвесторов королевства в российский регион и возможности экспорта товаров, которые производятся в Ингушетии, в королевстве и другие арабские государства, это главная цель визита ингушской делегации в государство Аравийского полуострова. Об этом заявил на совете руководитель региона Юнусбек Евкуров. Глава добавил, что только через торгово-экономические и культурные связи можно укреплять взаимоотношения государств, в том числе Российского и Саудовской Аравии. Все, что связано с взаимодействием с иностранными партнерами, инвесторами, они плотно вложатся в законы и рекомендации Российской Федерации. И сегодня, как никогда, дана возможность любым инвесторам находить общий язык, в том числе на правах льгот. И сегодня инвестор в республике, будь он российский или местный ингушский, который является российским, или же будь это иностранный инвестор, в том числе с королевства, мы одинаково можем дать льготы, каникулы налоговые на 3 и 5 лет. И одинаково можем заключать с ними правовые отношения в том числе. И в этом вопросе жесткую позицию защиты инвесторов занимает в том числе наше Министерство промышленности и торговли. Глава Ингушетии, говоря о законодательной базе региона, уточнил, что все законы республики не противоречат законам Российской Федерации. Председатель Верховного суда по Ингушетии сообщил об этом более подробно участникам дискуссии. Ибрагим Фаргиев сказал о мощной правовой базе, которая создана для инвесторов Российской Федерации. После дискуссии с членами Совета палат Королевства Саудовская Аравия делегация Ингушетии провела ряд встреч с инвесторами стран Персидского залива, специализирующихся на развитии садоводства, нефтяного бизнеса и других направлений. Далее во дворце состоялась встреча главы Ингушетии Юнусбека Евкурова с министром экономики и планирования КСА. Стороны обсудили перспективы развития в экономике, развития торгово-промышленных связей. Марина Муталиева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Новости 24. Высокую аварийность на дорогах сегодня обсудили на встрече Госавтоинспекции, Минаца и Совета Тейпов. Ситуация серьезная. За неполный год дюжина погибших пешеходов, еще больше пострадавших. Примирительная комиссия делает все возможное по недопущению кровной мести между Тейпами в случае трагедии. Какие еще нужны меры, расскажет Зарима Ивлоева. За 9 месяцев 2016 года в республике зарегистрировано 29 наездов на пешеходов. Итог – 12 погибших, 18 раненых. Но за сухими цифрами стоят реальные человеческие судьбы. Вот на прошлой неделе машина сбила беременную женщину. Спасти не удалось ни ее саму, ни ее ребенка. ويتأير كانت شواديان السن ماشين تأتي أسقاس جينا شو بير حوزن به دعاه مش تواخ والله أزدي صديقة صحيح أسقاس سنبير دي نفاخ مش والله دعاه как он будет владах со своей совестью. Для водителя этого автомобиля роковая авария станет уроком на всю жизнь. Но сколько еще жизней нужно положить под колеса, чтобы ингушские гонщики наконец поняли, что лихачество рано или поздно приведет к несчастью. Примирительная комиссия ведет непрерывную работу по ДТП, чтобы между Тейпами не объявлялась кровная месть. Но легко ли простить убийцу, который сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения? Будучи лишенным права управления за управление транспортом в состоянии опьянения, повторно задерживается в отношении возбуждается уголовное дело. В прошлом году 69, общее 99. То есть, знак бы, каких климат, вот таких климат, там что да, это это. صح لا ثلاثة صح تعز السود دلها تعش ولا شيء تعش ولا ها أقلستي قد اللي زنا هو يجي
Статистика показывает, что большинство водителей не уважают букву закона. Но теперь полиция пробует заручиться в борьбе с лихачами авторитетом старших. Списки злостных нарушителей будут передаваться Совету Тейпов, чтобы каждая фамилия в своем кругу проводила воспитательные беседы. А сам Совет Тейпов готов пойти дальше. Они предлагают показывать таких нарушителей по телевидению, чтобы вся республика знала их в лицо. أخيت بخيت أي دقيقة يجي 10 دقيقة يروي أنا قلدر ما ده هرش كيكون نقصش حقوته ورا قرا ده بيردش حقوق أصغر قال لي جوز لوش شكود ما لي على جوز أمس حقوق صار زي كيات الدوسو لو люди не знают меня. Но когда дело доходит до реальных смертей на дороге и журналисты хотят показать виновника аварии, ни представители Тейпов, ни сотрудники ГИБДД не торопятся идти навстречу съемочной группе. В итоге нарушитель зачастую так и остается недосягаемым для СМИ. Кстати, межведомственная встреча проводится в республике уже в 9-й раз, а статистика погибших тем временем на спад не идет. И старейшины делают вывод, что уже пора переходить от слов к жестким мерам. اجل صادر فت كيسات اشتراف شو ما يوتوه بات هنتوه بات اي ستي قط وتحواشت بعني الأبن يرسل أدير كيات ديار شكوى عشان الميوسانيات سيغال سندوت. Убийство человека – один из самых тяжелых грехов в исламе, от которого нужно беречь и себя, и других. Но как воздействовать на того, кто не боится ни людей, ни Бога? Султан Куштов убежден, что ситуация, сложившаяся на наших дорогах, не что иное, как показатель низкого имана, как у водителей, так и у сотрудников ГИБДД. Yemu yolcu hacı organizasyon MVD yeli molla yolcu tümetişki betta tsqa din oğurah boş nah vaşık betiş lamız gah marh gah din gah sak dela khir gah sowaq goluş ham duriye ha boğluçu ahta xudar boğbi ahta xudar. Сотрудникам ГИБДД выполнять свою работу зачастую мешают и родственные связи, ведь многие не решаются штрафовать брата или, скажем, зятя. Бороться с такими медвежьими услугами на дорогах решили неординарно. Миннац предлагает наладить обмен с сотрудниками ГИБДД с другими регионами, пока наши водители не привыкнут к порядку. Обмен сотрудниками ГИБДД, скажем, Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области, и отправлять наших ребят туда, скажем, на месяц, да, чтобы это было частые командировки, и работников ГИБДД, а с Краснодарского края, повторяется, Ставрополя, Ростова, чтобы они здесь работали. Месяц они здесь, месяц наши там. Вот такой обмен, это, значит, полностью искоренило бы те отношения к родственникам, скажем. Но общественное порицание, штрафы, обмен с сотрудниками, ужесточение наказаний – все эти меры дадут положительный результат только когда перестанут оставаться лишь на бумаге и в полной мере заработают в реальной жизни. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров. Новости 24. В республиканском парламенте сегодня прошло первое заседание комиссии по мониторингу действующих в Ингушетии законов. Сама комиссия была создана в парламенте по поручению главы Ингушетии. На сегодняшний день первоочередная задача – утвердить полный перечень законов, привести их в соответствие с федеральным законодательством, а также разобраться, какие изменения стоит внести в действующие законодательные документы. Кроме того, комиссии предстоит провести анализ законов, существующих на бумаге, но по факту не работающих. В соответствии с распоряжением о создании вот этой комиссии установлен срок до 1 января 2017 года, цель определения перечня. Сама процедура проведения вот этих законов в соответствии, она довольно-таки немножко дольше будет затягиваться, потому что мы с вами знаем, да, процедуру принятия законов. Это сначала в первом чтении, во втором чтении получить какое-то заключение от субъекта законодательных инициатив. Поэтому в первую очередь нам нужна определенность. И вот эта определенность у нас срок до 1 января 2017 года. Справедливы ли обвинения в адрес сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы 112, решила выяснить наш корреспондент. На днях в интернете появилось видео, где находчивая молодежь высмеивает нерасторопность специалистов. Те в ответ предложили поближе познакомиться с режимом работы, особенно в авральный период, прежде чем давать вот такую нелестную оценку. Все подробности у Светланы Томовой. Алло. Служба соседнего 212. Привет, Свет.
Да, смешливо. Да, слышно соседи. Скорый отвал. Этот ролик появился в просторах интернета меньше недели назад, но сразу вызвал возмущение работников региональной службы 112. Видео высмеивает работу единой диспетчерской службы. Молодые ребята, пародируя диспетчеров ЕДДС, отвечают на телефонные звонки в службу 112 словами, что, мол, света у них нет, как мы его вам-то дадим. Алло. Есть 112, А как на самом деле работает диспетчерская служба? Например, в Магасе звонки на номер 112 принимают всего 2 человека. А ведь за те дни, когда после снегопада в регионе было отключение электроэнергии, в службу поступило около 30 тысяч звонков от возмущенных жителей. Понятно, что 2 человека не могут справиться с валом сообщений, потому в помощь им создали еще 12 дополнительных рабочих мест. Но набрать в штат службы необходимых людей пока не представляется возможным. И диспетчерам, которые трудятся в таких сложных условиях, очень обидно, что кто-то обсмеял их работу. Никакого отношения этот ролик к нашей службе не имеет. И непонятно, какая цель преследовалась этим роликом. В период вот этой непогоды, которая связана была со снегопадом, значит, наша служба работала в режиме повышенной готовности. Значит, несмотря на то, что у нас не хватает личного состава, значит, очень напряженная была работа в эти дни. Значит, поступило звонков около 30 тысяч на пульт дежурного, значит, по ЕДДС и ЦОВ 112. А вот объединенная единая дежурно-диспетчерская служба по Назрани и Назрановскому району ежедневно принимает около 1000 разнообразных звонков. Например, сегодня отключили свет в сельских поселениях Плиево и Барсуки. И множество людей звонят узнать, когда его подадут. Служба 112. То же самое. Маршал дал. В Плиеве свет в 3 часа угем свет. Правда, многие не понимают, что служба 112 предусмотрена для экстренных случаев, потому порой звонящие доходят до абсурда. Служба 112. Эти дети не просто занимают линию, но и портят нервы и рабочий настрой сотрудникам службы. И тут вопрос скорее к нерадивым родителям, которые превратили телефон 112 в развлечение для своих детей. Любая работа, связанная с общением с людьми, потенциально сложная работа. К нам в основном звонят то есть абоненты, у которых проблемы там, с электричеством, с водоснабжением, с газом, которые к нашей работе вообще отношения не имеют. И, соответственно, абонент, который не получил удовлетворительный ответ, недоволен, бывают угрозы в наш адрес, то, что мы занимаемся не той работой, которую они хотели бы услышать. Я не знаю. В Карабулаке единая диспетчерская служба также работает в круглосуточном режиме. Как выяснилось, в городе ведутся ремонтные работы и частично отключен свет. Так что и здесь недовольные звонки идут потоком. Кстати, в самом здании, где работают карабулакские диспетчеры, в отличие от ЕДДС, Назрани и Магаса, нет резервного источника питания. Если случится авария и погаснет свет, все карабулакские звонки автоматически переадресуются в Назрань, перегружая и без того загруженную линию. Словом, работа у диспетчеров непростая, совсем не такая, как в злосчастном ролике. Мы объехали 3 пункта ЕДДС, и что-то похожее я не вижу. Вот лично, да, вот кабинеты другие, периферия другая. О том, что это не сотрудники, мне видно просто, даже как обывателю. То есть сами сотрудники так не действуют. Это да, надо себя, немножко, это другие лица, да, и в общем у нас как бы здравый коллектив и ничего общего не имеет. А тем, кто роликам в интернете верит больше, чем нашему сюжету, начальник службы 112 предлагает отработать всего 1 день на месте диспетчера ЕДДС, чтобы лично убедиться, как работает служба 112, и уже после этого давать ей какую-то оценку. Светлана Томова, Гапурчах, Киев. Новости 24. В республике сегодня прошла первая апробация знаний по новым КИМам, разработанным региональным Минобром для старшеклассников с учетом языковых и культурных особенностей региона. Срез знаний провели по базовой математике в 2 школах – в Магасовской гимназии «Марем» и Назрановской 2-й школе. Репортаж Хади Добреевой.
рядом с заданием вы пишете слово «ответ», и там записываете значение, которое получили. Понятно? Все, начинайте работать. Те же правила проведения экзамена и, по сути, те же задания, только немного видоизмененные, а точнее упрощенные. Это первая апробация новых контрольно-измерительных материалов, разработанных Минобром Ингушетии с учетом языковых и культурных особенностей региона. Первыми новые КИМы по базовой математике получают 50 учащихся выпускных классов из гимназии «Марем». Там можем мы изменить привычные для нас, для разговора, на слух некоторые слова. Параллельно мы взяли две аудитории, как бы два класса, там, где мы без существенных изменений текста пустили два варианта, и два варианта, где мы немножко отредактировали некоторые текстовые задачи. К поиску ответов, а точнее пробелов в образовательном процессе ингушских школах Минобр приступил еще в сентябре. Разработку новых КИМов поручили целой команде специалистов из самого Минобра, Института повышения квалификации, Ингушского госуниверситета ИНИИ имени Чаха Ахриева. Теперь настало время проверить новые КИМы на практике, поручив решить эти задания выпускникам нескольких республиканских школ. Впрочем, задания базового уровня сами по себе несложные, а с упрощенными условиями они тем более не должны вызвать затруднений у школьников. Если сравнивать эти задания с заданиями нашего пробного экзамена по математике, то они легче. Я могу сравнить. Они даны в более упрощенной форме. В прошлом пробном экзамене некоторые задания были замудрены. То есть ребенок может подумать, что нужно делать очень много действий или что-то в этом роде. А здесь все дано ясно, четко и сразу известно, что тебе надо найти. Для меня оба варианта КИМа одинаковы, но единственное отличие, которое я заметила, это что в прошлом КИМе было 15 заданий, а в этом уже 20. Но я очень рада, что провели второй раз нам такую работу, потому что мы можем второй раз проверить свои знания, понять, что нам нужно выучить и что нужно развивать. В течение учебного года планируется провести 4 таких контрольных среза, начиная с 9 классов и не только по математике. Новые экзаменационные КИМы с учетом национальных особенностей готовы и по истории. Апробацию знаний по ним в региональном Минобре планируют провести уже завтра, так же, как и сегодня, в выборочных нескольких школах. Но в отличие от математики, в этих контрольно-измерительных материалах будут включены больше заданий. И в основном это будут вопросы по истории Ингушетии. Итоги первой апробации новых КИМов станут известны через пару дней. И если этот шаг окажется результативным, вполне возможно, что уже со следующего учебного года новая система подготовки к ЕГЭ охватит все школы республики, а специальные подготовительные КИМы разработают по всем предметам, которые выносятся на ЕГЭ. Хади Добриева, Мэрбек Миржоев, Новости 24. Руководство аэропорта Магас уже даже не предупреждает и не просит всех потенциальных пассажиров быть более пунктуальными и приезжать на регистрацию вовремя. Ну а просто ставит перед фактом, что те, кто явился в аэропорт меньше, чем за час до взлета самолета, останутся на земле. Это не предвзятость местного персонала, а четкая инструкция единой системы авиапассажирских перевозок. Индира Манкиева напомнит. Спросите у кассира, что можно с вашими билетами сделать? Либо обмен, либо возврат, либо утеря. По поводу возврата билета я не могу вам ничего сказать. Это вам кассир. Остались за бортом. Ежедневно в аэропорту Магас собирается целая толпа опоздавших на рейс, приехавших уже после завершения регистрации пассажиров. А ведь в авиаперевозках даже 1 минута имеет значение. Регистрация на рейс Москва-Домодедово завершается ровно в 16:40. И в ту же минуту регистрационная стойка пустеет. И тому, кто опоздал, остается лишь ждать билет и вылететь следующим рейсом. Многие свое опоздание объясняют незнанием, во сколько заканчивается и начинается регистрация. Но, как отмечают сотрудники аэропорта, этот вариант полностью исчерпывается, потому что при покупке билета каждому доступно объясняется, во сколько начнется и закончится регистрация. Но, несмотря на это, сегодня вот мы наблюдаем, что опоздало на рейс достаточно большое количество людей. И каждый из них должен немедленно вылететь непременно сегодня. У одного срочная операция, у другого мама в больнице. Но тут возникает вопрос. Если все действительно так срочно, то почему с выездом в аэропорт тянули до последней минуты? Самолет должен оторваться от взлетной полосы в 17:20. На часах уже 17:00, а 18 опоздавших пассажиров только-только подъезжают к аэропорту.
Не обнаружив регистраторов за стойкой, они ударяются в панику, где они и почему не на рабочем месте. А когда пассажиров ставят перед фактом, что они опоздали и самолет уже выруливает на взлет, начинаются мольбы и угрозы в адрес сотрудников аэропорта. А здесь реклама, здесь самолет. Это не поезд, это не машинка, это не путь для продажи, правда? Девушка, я уже не могу вам объяснять дальше. Я вам объясняю, вас 18. Итак, причем ежедневно. Вот вы занимаете определенное время. Это время у нас идет на задержку рейса. Если я вас пропускаю, я должна вынуждена писать объяснительное. Пропустить опоздавшего пассажира работникам аэропорта, конечно, нетрудно, но это запрещено правилами. Ведь таким образом ради них будет задержан целый рейс, а это чревато. Вылетев с опозданием из Магаса, самолет и в Москву прибудет с опозданием, внося сбой в график полетов едва ли не по всей стране. Как бы мы ни пытались объяснить, люди не хотят этого понимать. И почему-то все опоздавшие, у них две причины. Либо авария на дороге, либо им не выдали квоту или там справку с больницы, по которой они вынуждены должны лететь. Но дело в том, что опоздание пассажира более 3 минут для нас – это уже штрафные санкции. Но причиной объяснения для авиакомпании, что пассажир опоздал, это просто неправильно. Мы не имеем права допускать такую оплошность. Даже в авиации таких оправданий нету. Человек опоздал. Бывает, конечно, причина, по которой можно задержать рейс, это если пассажир необходимо оказание медицинской помощи, либо там технические неполадки, либо метеоусловия. Когда ранее аэропорт шел на уступки и пропускал опоздавших, то это только расслабляло нерадивых пассажиров, которые спокойно являлись к трапу буквально за минуту до вылета. Но теперь руководство аэропорта официально заявляет, больше опоздавших пропускать не будут. И если вы действительно торопитесь, то приходите на регистрацию хотя бы за час до взлета. Индира Манкива, Хаваш Гойгов, Новости 24. В Государственной инспекции труда и занятости Ингушетии прошел семинар со студентами Назрановского аграрного техникума. Его цель – разъяснить их трудовые права как будущих работников. Основная тема – временная нетрудоспособность. Также в ходе семинара обсуждались такие вопросы охраны труда, как несчастные случаи на производстве. Ведь именно с подобными нарушениями безопасности чаще всего сталкиваются сотрудники инспекции на строительных участках и сельхозпредприятиях. К участию в таких встречах проявляют интерес все больше студентов, поэтому они будут проводиться еще не один раз. Это мы только начали эту работу, да, у нас всего несколько семинаров было, говорить о прогрессе я как-то не могу, но могу сказать однозначно то, что интерес есть, с каждым последующим семинаром все больше вопросов. Как помочь семье, оказавшейся в бытовом кризисе? Что такое социальное сиротство и как спасти детей от жестокого обращения? Ответы на эти сложные вопросы давали в ДК Сунжи, где для всех желающих прошел семинар, организованный Московским благотворительным фондом «Родина». На этой встрече побывала Зарима Ивлоева. Маленькие дети спать не дают, а большие жить. Но иногда реальность доказывает совсем обратное. Зачастую, к примеру, пьющие родители сами отравляют жизнь своему же ребенку. По мнению эксперта, приехавшего из Москвы специально ради этого семинара, жестокость по отношению к ребенку никогда не проходит бесследно. Все это сказывается на психике ребенка. Особенно не стоит давить на детей в подростковом возрасте. Красной нитью подчеркивает Рада Ворович. Нас воспитывала школа, она реально воспитывала, да? Нас воспитывало телевидение, вспомните те передачи, которые были, те мультики, которые были, да? Ну, то есть это же совершенно фантастика. Каждый мультик наш с вами, время, он создавал действительно для нас целый мир. И главное, что он на нравственных основах был, да? Конечно, в первую очередь человека воспитывает семья, отмечает Ворович. Многодетная мать с уверенностью утверждает, что нет тяжелых детей, есть только те, которым не хватает внимания. На семинар могли прийти все желающие. В зале учителя, родители и социальные работники. Организаторы акцентируют внимание в первую очередь на повышении квалификации профильных специалистов. Республиканский у нас семинар. Мы пригласили всех представителей администрации, которые занимаются социальными вопросами. Это по комиссии по делам несовершеннолетних, это опека, которая занимается. Почему? Потому что именно КДН и опека встречаются такими семьями, как неблагополучными семьями, которые сиротами.
В Ингушетии институт семьи и брака сохранен по большей части благодаря адатам. Однако редкие случаи неблагополучных семей стали встречаться и у нас. К примеру, в мае прошлого года сестры Мистоевы, устав от жестоких избиений отчима, просто сбежали из дома. Сотрудники правоохранительных органов заметили скитавшихся девочек на улицах Назрани. Позже на телах детей были зафиксированы следы от побоев, что подтвердило рассказы школьниц о жестоком обращении. В таких случаях, когда дети становятся жертвами родителей, родных или приемных, надежда только на органы власти и социальных работников, от грамотных действий которых иногда может зависеть даже жизнь ребенка. Хавацурова преподает в школе более 30 лет. Сегодня ее работа направлена на воспитательную часть. И несмотря на богатый опыт, каждой проблеме нужен новый подход, отмечает педагог. В последнее время вот меня, как зауча по воспитательной работе, очень волнуют вопросы, те, которые волнуют наших подростков. Как то пропуски учебных занятий, табакокурение. Я об этом очень много думаю, я очень озабочена этими вопросами. И, наверное, я сегодня получила ответы на свои вопросы, на то, что меня так беспокоит, и каким образом мы нашим подросткам можем помочь, наверное. Советы опытного психолога, тем более федерального уровня, человек с Москвы, наверное, все-таки это не прошло просто так. 3 часа лекции пролетели незаметно. Теперь главное, чтобы свежие навыки были не только усвоены, но и грамотно использованы слушателями. Ведь каждый из них на своем месте должен сделать так, чтобы дети росли в здоровой среде. Невозможно говорить о воспитании детей без сопровождения семьи, потому что, конечно, семья является основой и оплотом воспитания любого ребенка, и без семьи невозможно, в принципе, говорить о развитии ребенка, о развитии личности. Поэтому, конечно, нужно начинать с нас, со взрослых, с семьи, с той структуры, которая является самой главной в жизни каждого ребенка, а потом уже взрослого человека. Как таковой, конечно, вопрос трудных семей, трудных детей. У нас единичные случаи в Малгобеке наблюдаются, но и такого рода семинары, я считаю, очень полезны проводить, бывать на этих семинарах. Семинар прошел при поддержке фонда «Свое дело», представители которого планируют провести еще ряд подобных мероприятий, направленных на различную тематику. Зарема Ивлоева, Светлана Томова, Рамзан Миржоев. Новости 24. На портале «Я родитель» идет голосование за звание лучшей семьи года. Напомню, в этом всероссийском конкурсе принимает участие семья Дзахкиевых из Ингушетии. Они, кстати, обладатели ордена родительской славы. Поддержать земляков может каждый желающий до 20 ноября. Хати Добреева подробно. Большая семья – это их большое счастье, и никак иначе. За 20 лет супружеской жизни любые заботы и трудности, пережитые вместе, читу Дзахкиевых, в этом только убедили. Порой даже одного ребенка воспитать и поднять на ноги трудно, что уж говорить о 9. Самой старшей дочери 18, а самому младшему, единственному наследнику Абдуле, всего 2 года. Впрочем, недостатков родительской любви и внимания в этой семье не чувствует никто. Если кому-то что-то покупаешь, надо всем покупать. Это чтобы было равенство было. И воспитание, и любовь надо поровну всем делить. Вот самому младшему больше достается, и самому старшему меньше. Вот у меня, если они сессию сдают, это я участвую. Если у них олимпиада идет, я участвую. Вот я за каждого болею душой, чтобы каждого ученика моего, из моей семьи, чтобы было все хорошо. Если на отлично не получается, но я стараюсь, чтобы было хорошо. Все обязанности по дому – забота старших дочерей. Без дела точно никто не сидит. Еще в июне семья Дзахкиевых была удостоена высокой награды из рук президента Путина – ордена родительской славы. А теперь Дзахкиевы наравне с другими самыми примерными семьями страны участвуют во всероссийском конкурсе «Семья года-2016». Помимо Дзахкиевых за звание лучшей семьи борется еще около 300 участников. Голосование проходит на портале «Я родитель». Фатима Дзахкиева то и дело каждый день заглядывает на сайт, чтобы проверить, как много людей уже проголосовало за их семью. Каждое свое видео есть, у каждой семьи есть. У нас тоже есть Дзахкиевы Республика Ингушетия, ваш сюжет, который вы снимали. Голосов всего 63. Оно и понятно. Новость о том, что они участвуют в конкурсе семье Дзахкиевых, сообщили в региональном Минтруде совсем недавно. Сами они о своих заслугах, конечно, говорить стесняются, но такое всеобщее признание им действительно приятно.
благодаря Яхикс. Я на голосовать дикрет благодаря. Поддержки голосовать. По сравнению с тем, что нам уже вручили награду, даже не знаю, не могу сравнить. Но, конечно, приятно же, что нам такое внимание уделяют, что наши власти, вот, я сказала, уделяют нам внимание. Поддерживают семью не только родные и соседи, но и просто знакомые. В университете, где учится Хядис Завкиева, однокурсники успели не только сами проголосовать, но и разместить посты во все свои группы и соцсети с просьбой поддержать земляков. Ведь они единственная ингушская семья на этом конкурсе. Они голосуют, конечно, да. Но проблема в том, что им трудно зарегистрироваться, там долгий процесс. Не все знают, как зарегистрироваться. Они думают, что если нажали на голосование, то уже проголосовали. Они так думают, но на самом деле там надо зарегистрироваться. Голосование продлится до 20 ноября. Церемония награждения победителей пройдет в Москве 22-го. Более того, по итогам конкурса истории 79 самых ярких семей войдут в почетную книгу «Семья года-2016». Поддержим Захкиевых всей республикой. Хадис Добреева, Хаваш Гойгов, Новости 24. В Магасе прошел гала-концерт «Пой, моя Россия». Он проводится в рамках празднования Дня народного единства. В мероприятии принимали участие победители 4-го республиканского смотра конкурса исполнителей на народных инструментах «Мелодии гор». Репортаж Мадины Пугоевой. Казбекский курский танец в исполнении солистов хореографического ансамбля «Асса» буквально взорвал зрительский зал своей динамичностью и заразительной энергией. Четкие движения рук и ног не оставили равнодушными никого. Эти ребята одними из первых выступили на гала-концерте, приуроченном ко Дню народного единства. Не случайно на сцену Центра культурного развития выходят участники прошедшего еще в начале октября республиканского смотра конкурса исполнителей на народных инструментах под названием «Мелодии гор». Организаторы этого творческого конкурса уже готовы озвучить имена победителей, а пока зрители наслаждаются концертной программой, насыщенной танцевальными номерами, вокальным и инструментальным исполнением. В числе участников конкурса исполнителей на народных инструментах и Ахмед Мальсагов, воспитанник студии искусств города Назрань. Как и у большинства гитаристов, у Ахмеда хорошо развит музыкальный слух, поэтому во время выступления, признается он, внимания на посторонний шум даже не обращает. Забываю обо всем, я считаю, что вокруг меня никого нету, только те, с кем я играю, и пальцы как бы сами играют за меня. И мы пытаемся сыграть как можно лучше и красивее. В числе участников гал-концерта, приуроченного ко Дню народного единства, выступили и воспитанницы Государственного колледжа искусств. Солистки ансамбля народных инструментов «Лира» исполнили русскую народную песню и грузинский танец «Доури». Зрители по достоинству оценили выступления участников концерта. Бурными аплодисментами взрослые и дети сопровождали почти каждое выступление талантливых артистов. Особое восхищение вызвал у них национальный ингушский танец. Нравится музыка национальная, это танцы понравились мальчикам. Вот. Ну, чтобы дети развивались, культура, вашу культуру познать. В общем, радость вызывает положительные эмоции. Впрочем, такое национальное разнообразие можно видеть и на сцене Центра культурного развития. Гармошка, дул, старинный ингушский дахчинпандр, струнные инструменты и не только. Одним из фаворитов среди вокалистов стал Вано Аветисов. В России очень много национальностей проживает. И они должны, как сегодня вот в таком мероприятии, День единства, это должен быть соединять все народа. Что тогда уже будет мир. И вот
подошло время торжественной церемонии награждения победителей и участников 4-го республиканского смотра конкурса исполнителей на народных инструментах мелодии гор. Одними из первых грамотами наградили представителей младшей возрастной категории, занявших 3-е место в номинациях «Гармонь», «Гитара» и «Народный инструмент дол». Далее по возрастающей. Первые места в смотре-конкурсе заняли Салавдин Мутиев и ансамбль «Лира», а вот диплом победителя и специальный приз члену жюри присудили 10-летнему Альберту Шадыжеву. Я был уверен в своей победе, потому что я очень много довольно занимался. Я играл болеро, мой горный аул. Произведения довольно легкие, но как бы средние, за 5-6 где-то класс. Ну а горный аул где-то 3-4 так вот. Я думаю, что благодаря вот таким вот мероприятиям, таким фестивалям, смотрим, конкурсам, конечно же, у них появится любовь к народным инструментам и к народной музыке. И, конечно же, они в продолжение тем вот навыкам, которые они приобрели в процессе занятий музыкой, в процессе занятий участия в конкурсах, смотрах, конечно же, я думаю, что продолжат и уже более на профессиональном уровне будут уже и играть, и работать в нашей республике. Мадина Пугоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Спортсмены из клуба «Кушт» завоевали золото и 3 бронзы на всероссийском турнире по вольной борьбе памяти мастера спорта международного класса Санана Личгаряева. Соревнования проходили в Элисте. С подробностями яркого дебюта Тамерлан Хамхоев. 2 недели, именно столько времени было у борцов из клуба «Кушт», чтобы подготовиться к всероссийскому турниру по вольной борьбе, который прошел в Элисте. Упорные и тяжелые тренировки с большим количеством силовых упражнений. Все для того, чтобы достойно выступить на дебютных соревнованиях и заявить о себе. В итоге в турнире приняли участие 4 борца из клуба «Кушт», которые не просто показали красивые поединки, но и громко заявили о себе, заняв 4 призовых места, 3 бронзы и 1 золото. Ответственность была чуть-чуть побольше сейчас у нас, потому что выступал за новый клуб сейчас первый раз, и волнение присутствовало чуть-чуть. Я провел 3 схватки, и за выход в финал чуть-чуть не пошла у меня борьба, и проиграл кабардинцу. Но за 3-й уже нормально отборолся. В отличие от своих одноклубников, которые проявили вежливость дебютантов, отложив первые места на следующий турнир, то Адам Даурбеков был решительно настроен только на первую ступень пьедестала. У нас эти соревнования были впервые от клуба. Всероссийский турнир в Калмыкии. Там я провел 3 схватки. Самая сложная схватка в финале была. И раньше встречались с ним, соперник. Выиграл у него, стал чемпионом в этом весе. Чтобы стать лучшим, нужно победить сильнейшего, говорил знаменитый Брюс Ли. Наверное, поэтому эти ребята даже на тренировках выкладываются по полной, не желая уступать сопернику. Только таким образом можно получить нужный результат и добиться поставленных целей, уверены спортсмены. Такое яркое выступление наших борцов положительно сказывается и на других членах из клуба, которым уже не терпится выступить на следующих соревнованиях. Мы готовимся на турнир во Владикавказе имени Гусова. Сейчас мы начали упорные тренировки. Мы в день тренируемся 2 раза. После турнира Гусова мы надеемся поехать на первенство России в Воронеж и там выступить. Попробуем взять призовые места и там, и там. Несмотря на то, что тренировки в клубе по-особенному тяжелые, на ковре каждый старается проявить свое мастерство, технику и силу. Ведь впереди еще 2 турнира, на которых сойдутся лучшие борцы со всего Северного Кавказа. А это значит, что и на подготовку к следующим соревнованиям остается не так много времени, даже если сейчас спортсмены находятся в хорошей форме. Результат неплохой, но мы хотели как минимум 2 золота. Сейчас готовимся, молодежная команда будет готовиться на турнир Гусова во Владикавказ. Потом у нас турнир в Москве, и взрослый турнир в Москве, и молодежный 2 турнира. В общем, подготовка идет полным ходом, готовимся к новому сезону. С Нового года будут официальные соревнования, отборочные на Европу, на мир.
Большую роль в развитии успехов клуба играет и руководство, которое всячески поддерживает и спонсирует выезды ребят за пределы республики. Ну а в скором времени у клуба появится свой транспорт и экипировка с клубной эмблемой. Такое внимание тоже сильно сказывается на спортсменах и тренерском штабе. Скоро стартует новый борцовский сезон, где наши спортсмены решительно настроены завоевать как можно больше медалей, чтобы пополнить копилку спортивных достижений как своего клуба, так и республики. Тамерлан Хамхлов, Исмаил Гетагажев, Хаваш Гойгов, Новости 24. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.